Не хватит силов. Вітання, сябри. Почти своих хватит. Як ви побачили, уже запускать починать. Итак, я потом скажу, где мы находимся. А где ты попущать? Ты надел тройной тулуп? Ты его будешь робить там, на льду. Придумаем. Хоть двойной зроби, добре. Ну все. Чтобы не упасть. Олежка йде кататься на ковзанку, так? Ковзать. Сябри, я ще раз вітаю. І глядіть, вже йдуть люди сюди, будуть переобранатися, отримають коньки. А я тут стала зніматися. І так, ми сьогодні вирішили, Олежка вирішив, до 26-го працює ковзанка у Вільнюсі. Ось Олежка прийшов. Ти вже набив? Який помір? Малы будут. Який помір? Ось, глядите. Застається тиждень, сьогодні субота. Сьогодні субота, 18 студеня. І ось Олежка вирішив сходити покататися на коньках. Олежка, скільки років ти не катався? Ну, шмат, может, 8. Ну да, а где так это покатався? Олежка катався на площі Калиновського. Площі Калиновського ти ж катався у Менську. Так, ну шмат годов уже пройшло. Я не катався уже давно. Ось люди там обранають конечки. Ой, все идут, я тут стала, буду заминать им. Так что, я попросила дозвол пройти сюди і хочу поснимать, як він буде кататися на ковзанці, як він буде ковзати. Що, папуся? Ти ще не приміряв, як тобі помір? Який ти попросив? Який ти попросив? Ну ладно. Олежка хвалится, отстань, дурака. Ну правильно, опрануть коньки – это целая праца. Я только за этого бы не пошла кататься. Ось, глядите, тим часом ось машинка уже для бабусика и коллег, егоных коллег по конькобежному, по фигурному катанию. Ось начищает, шлифует люди. Вот люди опранают. Бачите? Ой, и там посели опранают, и там посели опранают. Там стоит черга. Ось там мы вошли каля ратуши, уваходик. Ось. И мне дозволили сюда пройти. А я потом встану к бортику. Здесь такая пляцовочка. Я думаю, что я, конечно, туди заберуся. Я так і сказала, що ми сталые, ви бачите, а він хоче покататися, супруг, а я ні за що. Але мені треба робити літопись. Літопиську. По-англійськи літопись – це history. History. Ну як, нормально? Олежка? Не могу сказать. Ще не можешь сказать, ще не отчув. И можно мне пройти и поздымать его? Ну, хлопец, он говорит, конечно, говорит, коли ласка пройдете, да и все тут. И показали, куда мне пройти. И я пошла. Ну, все. До встречи на льду уже будем. О, как машинка. Она кругами так. Починає від бортика, а потім сужає цей круг, по якому їздить. Покуль до центру не дойде, там уже шлифанет пивком потом, після водочки. Ох, і тяжкая гэта работа, из болота тащить бегемота. И опранать коньки. Спортивный наш
Олежка Груздилович. Малайчина. Сьогодні він катався на ровері. На дворі студеня. Плюс 4, плюс 5 кожен день. Ні сніжинки. До речі, сніг таки тут коля ковзанки є. Нагнетенной там горочки. Дети там любят ковыряться. А так снегу нема. И сверху ничего не сыпет. Сегодня так сухенько. И он покатался на ровері, пришел, мы покушали, потом отпочил, поспал. И мы пошли на ковзанку. А я робила свой черговий відеопроєкт. Концерт одного цікавого білоруського хлопця. Сябри, ось Олежка пронужу. І я спитала, а куди свою висвободившися боти дівати? І сказали, ось там, там знаходяться ящички, шкафчики. Ось. І туди ось треба положити можна. І, напевно, там кодик какой-нибудь. Набрать кодик, запомнить номер ячейки. Все так охвалявально. Мы перший раз, и все люди так шум-гам. О, сябры, глядите. Бабуся пошел. Значит, тут уже 45 хвилинов. Тягнется один сеанс. 45 хвилинов. О, сразу как поехал бабуся. А вот так само ездят молодцы. И ведаете что? Ну, коштує 8,50, я напевно, я не знаю, не ведаю зараз. Ось сьогодні кольки вже коштує. Ось, і це 45 хвилинов, сеанс, можна укататься. И я хочу сказать, что поміж сеансами полгодины на чистку, на шлифовку льда. Вот там Папуся мой едет, нет? У меня с рук, я же не познаю, тиньон, дайте за заборчик, молодцы. Папуся, это ты? Ну, иди. Тупые! Тупые, да, разъезжаются, да. Они вообще не точные. Да. Ой, ну осторожненько, яка щущиня. Щучинщина. Яка щущиня. Щущинщины. Смотрите, что тут написано. Союз. Нет, Соуз. Союз. Одну літеру не зауважила. Ось. Ого, вон как там. Оказывается, бачите, они лёд добро отшлифованный, да, а коньки не точенные. И, конечно, ноги разъезжаются. Я бы грохнулась уже давным-давно, одразу просто. Только обступила. И причем грохнулась так, что мало бы не показать. Ой, осторожненько. Папуся, не лихач. А люди, бачите, як роблять? Они берут такие салазки, вон. Мы так, до речі, я так думаю, а вот держится за пингвинчика какого-то, вот так вот девчина. Я думала, может нам взять такие вот санки, да? Я сяду, такая как это. А он меня будет... О, вот уже упал кто-то, ой, блин. И это самое. И он меня будет... А потом я думаю, ну что ему буду? Он и так он еле. Папуся, осторожно, то он упали уже. Бачила, які зворот зробив? Ні, папуся, я... Ти туди там, коли там, но я там не бачу. Из-за этой упавшей, да? А? Из-за упавшей этой? Ні, просто. Ага. Ну что, папусь, как ощущение? Ощущение классное. А? Давно забытые почувствия? Да. Молодости. Ну, не молодости, ты катался на площади. 2008 год, до речі, это было. Я пам'ятаю. По-моему, 2008 был.
О, бачите, вот мужчина еле-еле, о, бачите? А ребенок даже не может толкать. Він на месте стоит, и он проскальзывает. А починав я кататися на ковзанках Да, коли. в Бресте. Тата нас возив з братом Ага. на каток, який замерзал на пруді. Ну, такое озеро. У парку. Да. Да, там, где по центру островок, там так? Прокату, да, мы брали Там и я с одноклассницей каталась. И не один раз. Там было такие, это ж, ну, водоем натуральный. Ага. Там были такие сильные прямо. Это было тяжко. Да. Разгонишься, а потом... А прошлый раз мы с тобой разом, Конек сильно трапляет, и бух падает. Ну ничего. мы с тобой прошлый раз катались на Притыцкага у Лядовым дворце, коли его там открыли, але мы так раз год, может, не да. Я там, а прошлый раз стояла на коньках Ну, они и еле-еле там поковзалася, вот сапраўды коўзалася. Ось. И сапраўды это для меня не была коўзанка. И все. На тым я поставила большую жирную кропку великую. О, бачите, втроем поехали. Мне запомнилось у Лядовым дворце в Менску на Притыцкага, там полгодины тягнулся этот самый сеанс. Так коли скончился сеанс, то где мой папуся? Уже его потеряла, сгубила с виду. А, вот он, кажется. А, да, вот он. Ага. Или это не он? Не он. Ой, и такая тетенька микрофон. Я помню. Значит, такое, ведаете, вот есть разные виды повелительного наклонения, да, у мове. Ну, конечно, на российской. Ну, например, что делайте, что делай, да. Например, там, освобождайте лед, освободите лед, покиньте каток, там, площадку. Это вот прямое повелительное наклонение. Есть такое повелительное наклонение, еще как-то, а есть первым лицом, множественным числом формирует это самое повелительное наклонение. Мне это так не подобается. Например, я кажа. Ага. Покидаем лед, освобождаем площадку. И 100 раз там. Освобождаем лед. Я тогда смеялась, и починая где-то за 5-7 хвилин до скончания, значит, починаю вот так вот. Покидаем лед, освобождаем пляцовку. Хоть бы сказала, уважаемые там сябры, сеанс окончен, коли ласка, значит, там, покиньте пляцовку, закончите свое катание. Ну, вот такое у нас было вежливое звертание до людей, які ще й платили гроші. 100 кругов. Ну, устает, да, ноги с непривычки, скажи. Это тебе не на роверы педальки крутить. 100 кругов это час. Я стою коля правого бортика, видите, те люди только что вошли там, выходят, а потом, конечно, цепляются и коля этого бортика едут. Я тут стою, конечно, и мы заминаем им, коли Олежка подъезжает. Ну что, яку я роблю виснову, назираючи за людьми, усіми, які тут, ой, вот мальчик, хлопчик. Значит, Олежка, осторожно, Олежка задом, да? Задом, да? Значит, глядя на всех, я роблю виснову такую, что коньки все тупые, и люди не из-за того, что не умеют, не могут, и падают, и так скользят ужасно, тому что першие дни такого не было. Я думаю, что одни и те же коньки тут выдают, и они затупились, и тому
тому люди так древно їздять. А справді, коньки треба тащити 2-3 рази покатався, і їх треба наточувати. Тим більше, коли не шліфують так лід скрупульозно, ось, і вони мусять тоді і точити. Вони, видать, цього не роблять, я так лічу. І тому стільки ось і падінь, і складно так людям кататися, і мені їх шкода, от щиро скажу. Потому что люди пришли, дети особливо. Ой, а некоторые носятся вон как. Блин, вообще завал. Это что, папуся мой так? Блин. Это кто? А нет, это не папуся. Слава Богу. А вот папуся. Вот папуся. Ну. Папуся, не носись так. А? Не носись так. Тут некоторые хлопцы, может, со своими коньками пришли наточенными. Во всяком разе, не лепше мои. Ну, еще для таких тупых коньков Олежка добро катается. Молодчина. И он вогуль у меня спортивный. Треба, он является добрым прикладом. Для белорусского отраджения, для белорусской борьбы треба быть здоровыми, не курить, не пить, заниматься вот так вот практикованиями, разрядку, бассейн, бег, и іншее, и ровер, и все сгодится, все. И он это все робить, молодчина. Поважаю його і за гэта так само. Пусть люди попадають у кадр, потім може побачить. Ось, і п'ятьоночок. Скользить. Мама. Ось, і пусть вони потім поглядять на себе. А їм подобається. Некоторые машут навіть и усмехаются, коли бачат, что камера. Так что я, конечно, сябры, кольки человек тут запустили, просто невероятная колькость, мне здається. Мне здається, больше, чем звичайно. Хотя я ж не отсочивала, папуся, не отсочивала, что... Вот первое падение. Да, где упал ты? Где? А так, и на горачке. Просто я... Где, там или тут? Нет, тут я задом. Ось тут, да? Воно легкое, да. Проедь криху задом зараз. О! Молодчина. Вот он любит задом кататься. Мы с ним еще на роликах катались. Давным-давно мы набыли ролики. Мой размер и ягоны. И ездили в Раубичи кататься спочатку на летище, опробовали на нашей баскетбольной пляцовочке так криху. Но там занадто маленький круг и еще. А потім ми сели, поїхали у Раубичі і на этих дорожках беговых, там асфальтовых, до речі, там на лыжах летом лыжники носятся там, займаються. О, молодчина, Ай! Блин, не могу, все. Папуся, с вами мужчина инфаркт схватишь. Классно. Зато какой был тулуп. Ударился. Да не, нормально. Побился. Олежка, не роби эти пируэты. Ну, это бескорыстно казать. Вот, как мужики любят повыпендриваться все. Ой. Мужики, не выпендривайтесь. Мы и вас и такими любим. Вы лучше будьте здоровыми, умными и надійними. Лучше все. Что от вас потребуется? Надійними, умными, добрыми, не скупердяями, не жадными, щедрыми и еще какими.
добрыми. А, ой, ну вось опять. Экалипты головой. Ну вось. Что не говори этому мужчинам. Так вось, мы наконт гэтых роликаў працягнем. Потым, калі мы паехалі ў Палангу ў 94-м годзе, или у якім? Ну да, так. Тады было сонечное затменне. Мы взяли с собой ролики и ходили у Палангаўскі парк, и там на асфальтовой дорожке знайшли такой кавалак, и такая пляцовочка была заасфальтованная. И там катались. Ну я, конечно, ледь. А памятаешь, як мы на роликовых катались еще? Да. С тобой в Паланзе, в Раубичах. А вон девчина ездит. Напевно, не Это, садится. которая тут как бы... Ну, простая, она такая фигуристая. Что-то я ее не бачила. Вон бежевый путь, он поймал. Это она спытала тебя, все ли в порядке? Это она? Нет. Папуся, мне здається, нельзя сидеть там. Она выучается. Ну, добре. Я, конечно, на толпе, вот Олежка отъедет, я больше его не бачу. Где он? Покуль он сам не отпочкуется и не подъедет с толпы своим зроком, так Богу мне вообще на один твар и на одну фигуру. В общем, мужчины. Я мяркую, о, глядите, як деток вот так вот на оранжевых там по весне. Ну, ось черговая партія людей прийшла. І ось спочатку ось так тримаються за бортик, тримаються по правому бортику, ось ледь їдуть. Я думаю, лепш за все на таких катках сябри иметь свои коньки по размеру, наточенные, ухоженные. И приходит со своими коньками, заплатил, пришел, опранул и катайся. Ось так. Мы так робили у Бересті, коли я была школьницей, у тым же парку, что Лешку Я згадував. как Фил Экспозитор снял шапку. Ой, уже лихачить уже. Ой. И это самое. И у меня были фигурные такие беленькие коньки, крыху обшарпанные, але мои родные, мне батьки набыли. И я их брала, и мы шли кататься с сяброўкой, перапранались и все, и шли катались. Так что самое лепшее. Вогуле, я хочу сказать, что у кожной семьи, особливо коли есть дети, и мужи так нават, коли нема детей, треба мець обов'язково комплект коньков для папы, мамы, ну и для детей, там як уж отрымается, и комплект лыжаў. Ой, какие у нас лыжи застались у Менского. Блин, это вообще... Я так по ним сумую. У меня такие добрые лыжи, ботиночки к ним подобраны, автоматично застегиваются, палки до их. И у Олежки так само. Мы поехали в спортмагазин к грамму колись набыли, а нога-то не растет больше, так, ни у него, ни у меня. Мы як вот набыли таких, не пошкодовали добрых грошев, такие нормальный бренд, набыли эти лыжи. Ну вот. Бачите, что Олежка распавёў, что он там как бы ледь не почал падать, задел хлопца и как бы баланс это. А тот ему вырашил допомагчы утрымаць его от падения. И тогда Олежку как развернула, и он грохнулся. Олежка говорит, я ему сказал, never touch me. Може лепш нават, да, так, не чапаць іншых людей, потому что уже, може, он сам злавіруе,
неяк збалансируе і утрымаецца, а можа как бы упадзе, але ад сябе самога, так, ад сваіх піруэтаў, а не ад таго, што его хтосьці, і ён тады можа больш неудала неяк развернуться и ну и как бы упасть неудало и может нават атрымаць травму. Это в лепшым выпадку травма. А может больш сур'ёзна травма якое, не дай бог. Я яшчэ тут не назирала, что были сур'ёзныя что-то. Все-таки я хочу сказать, что вот Олежка зараз подъезжал калі вот на пасля папярэдняга круга и поехал. Я гляжу, у него вся спина у снегу, и штаны, и спина вся. Это означает, что он уже шмат разоў падал, а я не бачу, что вот люди были вот с такими белыми спинами. Про что это кажа? Про то, что он, ну, я лечу, что это не ёсць умным, лихачить, и что пытаться доказать, как бы, ну, называется, прыгнуть выше головы. По-перше, ты уже сталый, у тебя уже взрост, и не тыя мышцы, не тыя... Папуся, ты вот покажи, ты весь белый сзади, вот я покажу, коли вы мне не верите, вот гляньте. Гляньте, весь в снегу. Ты отворачивается. Першая красавіка. Да, нет, сегодня вот как раз таки 18 студені, все правда. Так вот, я ни у кого не бачу такой белой спины у снегу, а кроме тебе. Это значит, что ты падал больше за всех. И на во что тебе в твои годы не хачить. Ну на во что? В этой опции я чемпион. Я лечу, что наши умные глядачи не оценят это. Люди стомились, люди осмелели, люди шастают, как те молекулы. Ты можешь спокойно покататься оставшийся час, просто лэп за лэпом. У меня двойчик Круг за кругом. врезались в меня. Потом тут шмат людей, зараз уже в 3 раза более, чем мы начинали. Они запустили, потому что опошний сеанс. Я думаю, что они просто всех ждающих запустили. Да, уже. Но оно хоть закончится. Да. Они, может, дольше тогда, потому что они запустили усіх. Глядите, уже никого нема. И все Пусто. полпериода протриматься. Пусто. Забить Пусто уже, бачите, уже все, не буде больше наступного сеансу, я думаю, они просто тупо запустили, а это дренно. Но мы вот так сами виноватые. Мы наоборот, я говорю, Олежка, пойдем увечері, ближей, на апошні альбо предапошні сеанс. І менш буде з дітьми, менш буде людей. І більш добре буде кататися. І що насамрэч відбувається? Наоборот, вони взяли, зробили, може, це апошній сеанс, і тоді запустили усіх. Тут 2 рази більше народу, альбо 3. Я ніколи не бачила. Каб стільки тут було. А вот Олежка каже, что 2 рази в яго врезалися, и тогда он упал. Ну, конечно, как тут не врежешься, ну. Альбо сам падаешь, и плюс тебя врезаются, и плюс ты кого-то врежешься, и еще подскользнешься. Ну, что за фигня такая? А вот дитё приспособилось, бачите? О. Детки уже это... Некоторые уже как бы тримаются на конечках. Молодцы. Пристосовалися ніякою. І ще ж, ведаєте що? Лед-то вже изрезанный. Поглядите, який він изрезаний вже. І він був гладкий спочатку, як люстерка. А зараз вони нарезали коньками і лепш кататься. Зараз питаю Олежку, ці ён адчуває гэта, ці ні. А от скажи, калі ласка, ось погляди на лед. Был же гладкий, як люстерка, а зараз бачиш, який зрізаний. Уже легче, ти відчуваєш, легче стало кататися, или ці ні? Как бы, по идее, так наоборот.
Для скоты это горш. Еще горш? Да. Чому? Увеличивается, что мы тут не профессионалы, тут один профессионал есть, профессионалка, то как бы триматься на коньках лепше. Ну зараз же лепше же триматися криху. Одно і то є. Так ти вже зараз, ну як я, да, я зараз себе більше впевнено відчуваю. Чому перший це я вивів. Ну это зрозуміло, але і зараз все-таки по гладкому льду, как люстерка, більш складно кататися. Ні, коли у тебе добре заточений. Так ми ж не говоримо про калі. Это я зрозуміла. Я кажу зараз на твоїх конкретно Зараз? коньках. Бачите, sorry. Папуся заминаем, видите, по бортикам рухаться. А некоторые вот так медленно, повольно просто берутся и вот так вздолж бортика просто, можно сказать, ездят, да и все. И правильно робят. А навошта им вот бачите, как хлопцы быстро ездят, да? И помеж ими там. Это создавать помехи, это как на дороге. Пам'ятаєте правила, да, руху дорожного, що треба їхати з худкістю потока. Коли ти думаєш, що вони йдуть худко, і ти захочеш, а я буду їхати безопасно, медленненько, більш повольно поміж ими. Это ж вот, мол, добро, наоборот. Ты створаешь аварийную ситуацию, повеличивается ризика аварийной ситуации больше. Треба ехать с худкостью потока. Вот як едут все машинки, так з ними ехать. А коли ти більш повольно або більш худко, все, жди ДТП, чекай. Ось так і тут. Гэта, коли ти можеш рухатися з худкостю от гэтага, ну, середнім, конечно, у всіх людей, які як от едут так от спокійненько, умеренно. Вот как сейчас, вот эти девчины. Вот коли ти так можеш, молодці, вони, дівчини. Ось, тоді можеш вставати туди і їхати. А коли ні, тоді за бортик хапайся і давай тягайся там, ковзай ще там. Там і ковзанка. А вон от опять хтось сів. Вон там от упали, бачите? До речі, сябри, ви мусите уявити собі, що одна справа это ехать, стоять. А другое дело, коли упадешь, як складано вставать, правда? Складано. Подскочил и все. А? Подскочил и все. Не. А ты подскочил опять на коньки, які разъезжаются. Ну что ж, я думаю, что неузабаве сеанс будет заканчиваться, но я так лечу, что уже може так по чуттю часу, як у наставниці, по чуттю часу показує, що неузабаве буде вже кінець урока. Треба вже давати хатнє завдання, так? Тлумачить дітям. Я пам'ятаю, як було потребування обов'язково по методиці 10 там у правому нижньому, може, кутку дошки обов'язково, ну це в спецшколі, коли я працювала, написати хатнє завдання обов'язково. Я вже всіх тут катаються в твари вивчив. Побачив где-нибудь в городе, познаю. Ну і добре. Такая у нас была завуч по ангельской мове в одной школе. Скажите, як вам подобається кататься? Замечательно. Да? Да? Ну, а у вас коньки острые, наточенные, или так вы отшиваете, что, может, они разъезжаются, ноги, нет? И тогда трудно. Нормально, да? Ага. Ну, то что? Надо вспоминать то, что забыли. Да. Ага. У меня муж тут катается. Ну вот. И у нас была такая завуч по ангельской мове, Глафира Александровна. В одной из спецшколе по ангельской мове. И она нас... Вот люди уже заходят, бачите, вот. Уже пошли ось переобуваться. Назад. Ну вот, и она нам казала. Ну вот люди уже заходят. Да.
Каб ми писали хатнє завдання обов'язково на дошці в кінці уроку. Так, Ну, ще пару запасних прыжков і все. і ще пару лепів, да. Ну, люди, а як і не розуміють? Просто самі стомилися, да, якщо ходять. Да, я вже бачу. Ну, звісно. Ну, поїхав ось. Ну, конечно, я охотно верю, что Олежка каже, что початку было стрёмно и в огуле. Ну, конечно, ну, как бы, покуль пристосуешься, тем больше там коньки разъезжаются, все. А зараз он уже, ну, коли перестал лихачить, как бы, свои эти задний ход, разворот, поворот, ну, навошта это, как бы... Просто треба иметь осолоду, да и все, покататься, вот просто вот прочувствовать вот это вот коньки. Олежка опять! Такой же. Вот уже, вот задом, вот это вот, ну как бы, ну что в этом такого уже, ну типа, вот на мой взгляд, ну что в этом, ну хорошо, вот так, 3 метра задом, джин-джин-джин вильнет, и что? Вот как бы учим такой, о, классно. Я понимаю, там этот тройной тулуп. Прыжочек зробил бы, да, умел бы, да. О, вот это уже. Ну, это... Просто треба встать на коньки, как на лыжах, и балдеть. Ну, на лыжах мы не едем задом и не разворачиваемся, не прыгаем там с разворотом. Я обалдела на лыжах кататься. По ровной, я могу только по ровной. Все, любая горочка, любой спуск, все. Я падаю так, что все. И лыжу ломала, помню. Еще іншие были лыжи у меня. Взломала пластиковую лыжу на вот. Ой, другий раз ударилась так, извиняюсь, копчиком, что еще в молодости. То бок мне ни в якім разе нельга всякие горочки, склоны и так далее. Горные лыжи это все. Нет, лучше сразу помереть. Вот. А вот по ровной, это называется cross-country skiing. Cross-country skiing для меня, ой, вот это да, вот станешь на лыжи, и вот этот лыжный вот этот шаг, так, вау, вау. А я любила на моем стадионе, там, каля школы, проложить свою лыжню. И навіть зараз я розумію вот это выражение «своя лыжня». Я не разумела ранее, да? А вот свою лыжню. Там была лыжня, а мне она не подобалась. Я прокладываю первый раз, первый лэп я свою лыжню, а потом по 15-16 кругов я ее утрамбовываю, езжу и по ней. Она к концу становится Всё, такая добрая сказали? лыжня. Сказали, все, дякую. Сказали уже, да? А я и не чула. Ну, вот. А вот. А я думала просто какая-то объява. Я на выход. Вот бачите, видите, как доброжелательный дядя сказал. Послухайте, как каже. А я вам скажу так. Покидаем лед, освобождаем каток, выходим со льда. Быстро, хочется добавить. Быстро выходим. Не, ну она не говорила, не казала быстро. Это я уже от себя тяну зараз. Але все равно, ну так уже, как бы, что это за повелительное такое наклонение? Ну, Сеанс закончен. Вот мой віншую. ключик. Віншую тебе, папущан. Давай я тебе повіншую. Муа. Ай, молодчина, молодчина. Вспомнила молодость. Яшчэ ёсць порох в пороховницах. Еще можно попадать и встать. Не, ну добре, что ты столько падал, что удачно. Мне инвалид, нет, непотребный муж. Муж потребный. Зрозумел? Тебе не потребный. Нет, мне такие инвалиды непотребные. Полицейк потребный, а Полицейк мне потребный, А инвалид не потрібний. але коли по доброй воле зламаю вот эти вот ножки, які я вельми люблю. Люблю ладно, вельми я ножки. пошел. Ручки, які я вельми люблю. Ось. А ще какой-нибудь носик там. Мне такие переломы не потребные. Ну что ж, видите, как добро.
Ось Олежка зараз пішов перепранатися. От, опошні вже, опошненькі. А о, смотрите, как на пустым катке уже, о, гляньте. Как хлопець катає дівчину, мені здається, деребенка там. Розганяється во все. Глядите, зараз може поїде ще один разок, ні? Ну так, туди їхав. А, ні, все, сходяться, все. Все, они были опошние. Поглядите, як виглядає каток. Пакуль, ковзанка. Пакуль, дякую, що ти приютив нас. Застається, завтра буде неділя, 19 і плюс 7 до 26. 26 студеня, опошній день праці гэтага катка. Так что, кто еще не покатался и у Вильни тут находится, you're welcome. Приходите, покатайтесь. Вот Олежка же вытримал. О, бачите, машинка выехала. Машинка выехала и начинает шлифовать. Вот. И так вот. Так уже открытие катка было у початку снежня, по-моему. Я уже забыла эту дату. И вось, ну там первые где-то дни снежня. И вось это весь снежень и амаль весь студень. И все. И дали людям ну, такую осолоду иметь зимой. Тем более зараз не холодно так, нема морозов, снег. Цудоўнае надвор'е для катання тут. І калі я прочитала, што гэтая козанка будзе на Ратушнай плошчы, і было схема там, схематычны здымак такі, я думаю, как это может быть на Ратушнай? Ратушная невеликая ж площадь. А он такой с изгибами, сверху, ну, показывали сверху, как змейкой такой, думаю, что это за каток-змейка? А он, правда, змейкой. Ось, бачите? Ось так іде. Потім вот так, іде. Потім вот так, і вот так. І ось так вот люди тому такой змейкой и катаются. О, шарга, каб сдать конечки, глядите, Олежка уже их снял. И ось там уже шарга. Люди переапранулись и стоять, как бы сдать зад. Сдать зад. Вот так. Музычка звучит. Конечно, музычка такая, додает такой настрой. Тут навіть гэты каток уже увайшоў у гісторыю, какой-то фильм про Крисмас здымался. Тут у некалькіх месцах Вільні перекрывался рух, рабілись всякие инсталляции, декорации, и яны здымали. И вот на катке у меня есть там, в моем видео в одном, тут пускали снежинки такие, и катались так пригоже, там группа таких молоди. А вот тут стояла такая накрытая такая, можно сказать, ну я не знаю, стеклянный шар, такой полушар. И там. Прихожие там за стеклом были такие столики, стульчики, я снимала. Вот. Это было для того фильму. Я думала, это для людей, тут будет так прихоже. Нет. А потом они все сняли, все прибрали и уехали. И я ще здесь здымался на улицах. Ось так цікаво. Так что гэты каток уже увайшоў не толькі у мою летопись и историю. Гэтая коўзанка, да. Вот зараз вот в сённяшнім фильме ён увайшоў у историю на моим канале. И все, кто туды трапили, ще так само. Уще попали
гісторыю. А так само ён попаў ужо і ў фільм. Вот дяденька такой. Начал лихачить так. Бачить, що його здимає. Так вона ж тих. Ну я ж жартую. Ось. Але сапраўды, у каждым жарце есть частка таго, што гэта менавіта так, што хто, калі трапіць у маё, я лічу, это вялікі гонар, хто трапіць, альбо пра каго я здыму, напрыклад, там краму чую чыста. Зараз. І вось. Ну ладно. Все. Катоджику мы говорим покуль. Ну что, сябры, гэта адбылося. Олежка покатаўся на коньках. Ну, какие твои уражения? О, классно. Знаешь, такая, как молекула, да, и там все людей стріляєш. А як твои падения? Мають якісь Ну, наступства? это классно, я все чекал, ну, коли перший раз упаду. Нарешті Да, упав. да, І да, потім- так і наворачивался. потім- просто я там Меня вже, аж дух я захватывало. просто как бы уже пошел на такую куртку добрую, там всякие эти, ну там, знаешь, ты лавируешь, и кто-то лавирует, и вы выцепляете, и все, и падаете, ободва. Не треба было Нормально. лихачить и свои пируэты, там тройные тулупы выделывать. Я все хотел повторить, а не я как бы спиной добре катался. Ну, зараз покуль тяжко еще, ну, как-то Но ты на можешь, всю жилет вставать. можешь сказать, что к концу уже ты Да, ну, да, уже да, упевнені, да. Я бачила больше упевнена и добре. Правда, Так. уже силу меньше стало, но все равно. Но скажи, сильно стомився, моцно? Нет. Все-таки 45 хвилин. Моцно стомився юнак на допросе, а тут не то. Это же задоволение. Моцно тримався юнак на допросі, як я трималася недавно. Ну ось, добре. І так, Ну, я даже думаю, что можно еще варто повторить. До выборов в субботу как раз. наступну суботу. Може днем? Ну, поглядим. А мне вечером, тебе вечером Там сподобалося? на дворе, так. На дворе сприяло. На Ні, дворі такого сприяє дождю, в Огулі, снегу, так. ничего Да, такого. так. Достатково как бы холодно, но и достатково тепло. Ну, я весь мокрый. Можем повторити. Ну все, Повторим. я Всех запрошаю на ковзанку Вінницькою. поковзать. Я тебе віншую, і я упевнена, що усіх, хто зараз глядить, давай я тебе дам. І всіх, хто зараз поглядів гэтае відео, яны таксама тебе ўжо шчыра павіншавалі. Ну і добре. І што ты ім скажаш? Вялікі Дякую. дзякуй. Добра. Долучайцеся. О, до здорового ладу життя. Ну, пакуль.